Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как и почему в центре Казани сегодня утром сгорели два дома. Является социально опасной с диагнозом. В том году она пыталась поджечь наш дом. Покажем, как мужчина ходил с оружием по двору и предлагал детям пострелять. И избиение пожилого мужчины на глазах равнодушных людей. А также 19-летний водитель перекрыл дорогу водителю «Фольксвагена». Я не знаю, может, плохо человеку стало, может, все просто резко. И момент тарана встречных машин на улице Салимжанова. По виду просто гнал. Говорит, что подрезал. Это и не только прямо сейчас. Два дома сгорели в центре Казани на улице Малая Слободская. Соседи, увидев объятые пламенем дома, вызвали пожарных. Погорельцы были дома и не сразу поняли, что происходит. Выбежали самостоятельно и, к счастью, не пострадали. Чего не скажешь об их жилище. Огнеборцам удалось отстоять соседние постройки. Тем временем жильцы рассказали, что причина пожара в их опасном соседстве с психически больной женщиной. В 8 часов утра мы заметили дым, который шел из двери маленького дома. Вот этого. Здесь проживает соседка, учетная, которая является социально опасной с диагнозом. В том году она пыталась поджечь наш дом. Этот день, рассказывает женщина, они ждали со страхом. Говорит, увидела полыхающие дома соседей, с ребенком на руках выбежала на улицу. Боялась и за свое жилье. Хозяева таунхауса на две семьи смогли сами выйти на улицу и не пострадали. Сомнений ни у нее, ни у погорельцев не было. Огонь вспыхнул из-за соседки, хозяйки второго горящего дома. Говорят, она несколько лет ведет себя неадекватно и не дает спокойно жить. Причиной тому считают ее психическое заболевание. Мы все время в окна по камерам курировали. Опять начались безобразия. Месяц назад я была в отделе полиции. Написала заявление, общалась лично с зам начальника отдела полиции Опа Вишневский. Мне обещали ее, что заберут. И 24 апреля участковый написал, что мы ее заберем в ближайшие дни. Вот. В итоге, как нам сказали, ее забрали и из психоневрологического диспансера выпустили. В результате ее действий, мы подозреваем, что это она, сгорел соседский дом полностью. Мы ее сами боялись. Но она больная, шизофрения, она же неизлечима. Она то записки нам накидает полный ящик, то мусор соберет, кокошку бросит. Послание она пишет в том числе на своем заборе. И не только. А рисовала, говорят соседи, она и на машинах. А пару лет назад, рассказывают, подожгла соседский автомобиль. Сегодня, после того, как вспыхнули дома, говорят, она просто убежала. Огнеборцев вызвали очевидцы. Последние приехали вовремя, им оставалось потушить пламя и отстоять соседние постройки. Но были проблемы и с этим. 3 раза воду отключал. Смотри, сразу больше 5 дум. От сильного жара пострадали еще 2 соседских дома, лопнули стекла на окнах. Сейчас пожарные ведут проливку конструкции, после чего дознаватели будут устанавливать причину возгорания. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Разряд молнии попал сегодня утром в жилой дом и едва не уничтожил его полностью. Огонь вспыхнул в 5 утра в Нурлате на улице Алишева. Загорелся чердак частного дома. Пожарные ликвидировали открытое горение за 40 минут. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Дознаватели предположили, что причина возгорания – грозовые разряды. И по статистике 7-8% пожаров случаются именно по этой причине. Нетрезвый 46-летний мужчина устроил стрельбу возле гимназии на улице Фучика. Установлено, что он дома распивал спиртные напитки и решил развлечься. Взял с собой пневматический пистолет и вышел на улицу. Там стал стрелять в воздух и предлагал детям поиграть с оружием. Перепугав их, вернулся к своему подъезду. Там встретил соседа, который отправил его домой. Но через некоторое время стрелок снова вышел, пошел в магазин, и уже там его задержали полицейские. В отношении него составлен административный материал по статье 20.21 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В настоящее время предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчина на остановке общественного транспорта компрессорный избил дедушку. Момент нападения записала камера видеорегистратора автомобиля. На кадрах видно, как неизвестный толкнул пожилого мужчину прямо на проезжую часть. Тот встал и снова получил кулаком по лицу. Никто из очевидцев на происходящее никак не отреагировал. Нападавший же спокойно сел в автобус и уехал.
Сотрудники отдела полиции «Гвардейский» проводят проверку по опубликованной в социальных сетях видеозаписи, на которой мужчина избивает пожилого человека на остановочной площадке для общественного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полицейские задержали группу лиц, которая от имени главного редактора одного из телеканалов Маргариты Симоньян собирала средства на закупку военной техники. Неравнодушные люди отправляли деньги, не догадываясь, что идут они в руки мошенников. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Она сама обратилась в полицию, никаких денег не собирала. Правоохранители установили, что за этими сборами стоят 3 жителей Перми. Подозреваемых в мошенничестве задержали. Установлено, что за 1,5 месяца на доверчивых благотворителях они заработали больше 7 миллионов рублей. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Нашими сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, личностей потерпевших и причиненного им ущерба. 19-летний водитель «Лады» 14-й модели протаранил 3 иномарки. Он вылетел на большой скорости на встречную полосу на перекрестке улиц Салимжанова и Назарбаева. Сам он после аварии уверял, что вывернул руль не специально, уходил от столкновения с другой машиной. Но сам момент аварии был зафиксирован видеорегистратором, установленным в одной из разбитых им автомобилей. По виду просто гнал. Говорит, что подрезал. Не знаю. О большой скорости встречной «Лады» 14-й модели говорят водители всех разбитых иномарок. Он летел. Они стояли на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Салимжанова и Назарбаева. Направлялись в сторону Павлюхина. Тронулись, как загорелся зеленый. В это время встречная «Лада» в самом центре перекрестка резко свернула влево. Первый удар пришелся по касательной в Kia Rio. У нее разбит весь левый бок. Вот эта 14-я, она ехала, получается, вот по крайней полосе, но она вывернула, вот так вот сделала. И влетела в бок. Муж, ладно, еще вот успел как-то свернуть как-то, получается. И если бы он так не сделал, летела бы вперед, видимо, уже. Но мы даже не поняли, что произошло. Просто вот бамс, я прям, ударилась головой. Через мгновение «Лада» врезалась в Kia Ceed, после чего ее развернула и отбросила на Toyota Prado. Водитель внедорожника даже не успел тронуться с места. Я просто на месте стояла, навстречу выехал, и все 3 машины зацепил. О причинах такого маневра водитель «Лады» говорить отказался, но владельцам разбитых машин рассказал, что его подрезали, и он уходил от удара с другим автомобилем. Но на записи видеорегистратора, установленного в Kia Ceed, видно, что его движению ничего не мешало. На этом перекрестке на дороге глубокая колея. Вполне возможно, что водитель «Лады» просто не справился с управлением, когда ее проезжал. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. 19-летний водитель Део Некси пострадал в результате столкновения с «Фольксвагеном» на улице Арбузова в Казани. Они двигались в одном направлении в сторону улицы Губкина, когда Део стала резко перестраиваться. Она по диагонали пересекла всю проезжую часть. Для остальных водителей это стало неприятным сюрпризом. И если некоторые смогли остановиться, то «Фольксваген» протаранил Нексию прямо в правый бок, после чего она опрокинулась. Я не знаю, может, плохо человеку стало, может, все просто резко. Водитель «Фольксвагена» рассказывает, к такому маневру соседнего автомобиля готов не был. Сделал, что мог, и вправо свернул, и ударил по тормозам, но законы физики не обманешь. Удар пришелся прямо в центр правого бока Део Некси. Резко снесло его через одну полосу, получается, мне в левую бочину влетело. Сзади ехали, успели притормозить, а я чуть впереди ехал. Я даже не заметил, вот передо мной вылетел. Левое крыло ударился, и все, и перевернула машину. После удара Део опрокинулась на левый бок. На все 4 колеса автомобиль поставили очевидцы и стали вытаскивать водителя. Получилось не сразу. Достать его не могли, достали и уложили. На заднее сиденье скорая приехала. Водитель «Фольксвагена» считает, что причиной такого маневра вряд ли стала техническая неисправность. Уж точно не пробитое колесо, они все целые. Поговорить же с молодым человеком не успел. А он нормально, то есть в сознании был, разговаривал? Поначалу да, потом хуже становилось. Молодого человека с предварительным диагнозом ушиб бедра госпитализировали. Виновным в происшествии, вероятно, будет признан он сам. При совершении маневра должен был пропустить едущие прямо автомобили. Но окончательно степень вины каждого из водителей будут определять на детальном разборе происшествия в автоинспекции. Лена Зинатульна, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.